Здравствуйте, это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В городе Якутске сотрудниками полиции раскрыта кража золотого украшения. В дежурную часть отдела полиции номер 3 обратился 35-летний горожанин с сообщением о краже личного имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемой. Ее оказалась 25-летняя местная жительница. Выяснилось, что в день происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании знакомых подруг в своей квартире. Злоумышленница, воспользовавшись тем, что хозяин уснул, сняла с него золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей. Похищенное она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила в развлекательных заведениях города. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Еще одно дело о краже, раскрытое в Якутске. Администратор одной из гостиниц города Якутска, находясь у стойки, считала выручку. В это время в здание вошел молодой человек и попросил ее показать комнату. Мужчина изъявил желание поселиться на втором этаже. Женщина отложила конверт с деньгами в тумбочку и поднялась с постояльцем на второй этаж. На все свободные комнаты не пришлись по вкусу клиенту, и он, благодарив администратора за уделенное ему время, покинул гостиницу. Вернувшись обратно на свое рабочее место, женщина хотела продолжить подсчет денег, но конверта с деньгами в тумбочке не оказалось. По факту хищения денежных средств в размере 18 тысяч рублей сотрудниками уголовного розыска задержаны 24-летний и 39-летний подозреваемые. Выяснилось, что когда первый под видом постояльца отвлекал внимание администратора гостиницы, второй похитил конверт с деньгами. В отношении злоумышленников также возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фотография с мертвыми рыбами на реке Вилюй в Якутии оказалась фейком. На самом деле в сети распространилась фотография Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, передает телеканал «Якутия-24». Ранее наш телеканал сообщал, что 20 августа в реку Ирелях через прорыв в дамбе попала техническая вода из дражных котлованов компании «Алроса», что стало причиной загрязнения рек Малая Батобуя и Вилюй. Все сброшенные вещества в реку Вилюй в Якутии станут известны на следующей неделе. Прокуратура Верхневилюйского района Якутии провела проверку по факту массового отравления граждан после выпускного банкета в селе Хоро. Установлено, что блюда для банкета приготовили посторонние лица, не являющиеся работниками пищеблока школы. У них также отсутствовали медосмотр, гигиеническая подготовка и аттестация, передает телеканал «Якутия-24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики. В отношении директора школы и образовательной организации возбуждены административные дела. Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 10,5 тысяч рублей. Приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям дисциплинарной ответственности в виде выговора, привлечено 2 лица. Уточнили в пресс-службе, предварительное следствие по уголовному делу не завершено. Ранее наш телеканал сообщал, что после выпускного банкета 61 человек заразились сальмонеллезом, в том числе 23 несовершеннолетних. Якутский городской суд рассмотрел дело по обвинению экс-заместителя директора по финансам Национального художественного музея Якутии. Она вместе с 2 соучастницами обвинялась в хищении порядка 40 миллионов рублей. Суд взял перерыв до 31 августа, сообщает корреспондент нашего телеканала. Женщина работала в НХМ в Якутии с 1993 года. По мнению следствия, она тайно издавала несанкционированные приказы о перечислении похищенных денег. В суде экс-замдиректора по финансам сказала, что на первых порах она и еще 2 обвиняемых, бухгалтер и сотрудник отдела кадров, распределяли похищенные средства сообща. Однако потом бухгалтер начала распоряжаться деньгами сама, и они не допускались до распределения денег. Защита просила суд дать условный срок или рассмотреть возможность отсрочить наказание до исполнения совершеннолетия ребенку обвиняемой. Ребенок обвиняемый родился в 2007 году. Установлено, что подозреваемые несанкционированно пользовались электронной подписью директора музея. Как считает следствие, с 2014 по 2017 годы обвиняемые, а также бухгалтер и сотрудник отдела кадров похитили порядка 40 миллионов рублей, принадлежащих Министерству культуры и духовного развития Якутии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.